Хочу, чтобы у тебя вот такая вот была работа. Спасибо. Давай. 4 года труда и Целую всего лишь тебя. такая бумажка. Мне только нечего. Нет, не обязательно. Я могу просто выпить воду. Congratulations, доча. I'm very happy for you. Министр иностранных дел. Диконя приехала. Или посол, да? Или посол. Ну, Курымдык давай, в общем, Диконь. дипломат. Вот я отдала курымдык. Пожалуйста. Вау, Я a lot of думала- money. Я думала, будет такой диплом, который красный. Да, как у нас, да? Как у нас, да. Держи, поздравляю, Джон. Что такое? В общем, мы сегодня собрались. Галия Хатовна, Багым Махсатовна, Айнурка, наша Келин, Алибек, подружки наши, подружки, наш друг from America и его будущая супруга. Ну и, конечно, королева-мать. Дипломат. Ждем еще мужа моего. Аяғудың 4 жылғы оқыған қызметі, қанша нерв жатыр бұның ішінде, қанша ақша жатыр бұның ішінде. Мамасының нервісі, менің нервім. All раз. 4 жыл бір өте Гималай тауын асып өткен асу сияқты біз үшін. Айарудың өзі де өте қуанышты бітіргеніне. Айару мектеп бітіргенде, өзі мектеп бітіргенде қуанғам мен. Уф деп. Олар бітіргенде өте қуанышты болды. Америкада бардым, тіл білмеймін, есіктің алдында отырдым, мөлейіп, пока экзаменнен шыққанша. Тесіктен қарайын былай не істер екен деп отыр бір партада. Бірталай күттім, пока она выйдет. Қалай деп алдынан шығарып, жүгіріп шықтым, жақсы, все хорошо деп. Сыртқа шықтым, ішке кірдім. Өзімді сосын, өзім құттықтаймын. Өте бақыттымын. 2 жылда Америкада оқыды, кімнің қолынан келеді, келмейді. Оқим деген кісіге 2-ші полушарияда оқу керек, оқуға болады екен. Оның әке шешесі көмектесу керек екен. Әке шешең аман болсын, мамаң тек саған жақсылық. Алда осы, мұнаны енді ақта осы жұмысыңда. Ақ жол саған. Бақытты бол. Айгерімге рахмет. Айгерім привезла. Мына біз неше жыл, неше ай күттік осынlar. Бір келеді, 2 келеді, поштаға қараймыз жоқ. Потом айтты, Айгерім алады онда. Айгерім саған рахмет. Бақытты бол. Жігітің келіп отыр екен. Бақытты болыңдар. Аман болыңдар, шеттерде жүрсіңдер. Барлықтарыңа жақсылық тілеймін. Алдына қыздар келіп отыр, подружки. Сендерге өмір бақи дос болып. Мой сын придет, у него тоже какая-то 2 очень известных блогера вместе. интервьюера. Интервьюера, да. Давай, нас не надо блогеров. Да, очень мало, вас очень мало, кстати, сейчас, да? Можно сказать, вы в первой 5. Да? Диконя, ты первая, first place. Айсауле вторая. Передаю эстафету, так сказать. Поздравляю, Айрушка, тебя с получением диплома. Вот, надеюсь, этот диплом пригодится в Конечно. твоей жизни. Он должен быть у всех. Да, он должен быть у всех. Вот. И самое главное, что в компании со мной я научу тебя правильно зарабатывать деньги. Вот. И надеюсь, твой диплом понадобится тебе. Конечно. Я думаю, что она будет дипломатом. Дипломатом, да? Дипломатом по продаже напитков. Я думаю, она будет послом Макси Да, Чая. послом вот сейчас. Поэтому поздравляю, Айруша. Хочу познакомить вас с подругами, с ближайшими подругами Аяру, моей дочери. Что самое интересное, все они закончили иностранные вузы. Алика закончила в Милане. Она будущий дизайнер, да? Congratulations, ты уже взяла диплом и опять поступила, да? Да, на мастер. Угу. А Медина закончила. Еще раз. Она психолог детский. Сейчас уже. Да, обращайтесь. Кстати, шикарный психолог детский. С западным образованием. И Она в одном университете с Меруэрт. Я училась в Кимеке, также училась в Дании и в Корее. Дании и в Корее. Вот какой друг? Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А вот она училась с принцами. Чуть не вышла за них замуж.
Шутка. Я вот смотрю, думаю, так, у меня такой сын, а мне же такой вчера было 20. Мне самой не верится, что 20 кажется, как будто это было вчера. Жизнь на самом деле пролетает вот так вот, знаешь, молниеносно. Но самое главное, что я тебе хочу сказать, диплом это круто, ты получила шикарное образование, у тебя есть прекрасные ролевые модели, которые тебя всему научат. Я тебе желаю счастья, женского счастья, чтобы ты встретила свою половинку, которая тебя усилит, которая сделает тебя еще целостнее, как целостная у нас девочка, да? Чтобы ты стала просто счастливым человеком. Это самая главная задача — стать счастливым. Поэтому я тебе желаю всего сердца, чтобы ты была счастливой. Спасибо. Спасибо. Шикарный тост. Спасибо. А еще из сегодняшних новостей я еду домой, чтобы переодеться. У меня сегодня дресс-код фиолетовый и сиреневый. А знаете почему? Потому что моя дочь Айару Бахытбек сегодня отмечает окончание своего университета. Закончила она его в декабре, но диплом пришел только сегодня. Сегодня его можно посмотреть, пощупать и дать наш казахский курмдык за большое достижение, потому что она закончила его практически с отличием, очень высокими, скажем так, оценками, да, у них же кредиты называются. Вот. Закончила она Калифорнийский университет под интересным названием Лонг-Бич, длинный пляж. Ну вот это американцы. Представляете, казахский университет Лонг-Бич. Или, не знаю, как еще можно интерпретировать, да? Узун жол, например, да, длинная дорога. Ну, прикольное же название. Вообще сейчас очень много споров, где лучше получать образование, за границей или все-таки дома. Я не приверженец обязательного образования на Западе или в Америке. Это не была моя прерогатива. Мои обе дочери сразу сказали, что будут получать образование в Америке. Ну, а я, как адекватная мать, только поддержала, хотя мне было очень сложно. Я вам сразу скажу, если вы мама студента, если ваш сын или дочь хотят учиться за границей, то я думаю, если вы не тревожная мама, наверное, вам будет легче. Поскольку я тревожная мама, я бесконечное количество раз звонила, проверяла, когда был в WhatsApp, когда заходил, когда выходил. Один раз Айсауле вообще не отвечала мне на WhatsApp 6 часов, так я подняла просто всех там, просто всех. Нашла. В библиотеке, библиотека была так просто, ну, как бы в подвале, поэтому не ловила. Это было, ну, что-то... А вообще, конечно, нужно прислушиваться к желаниям ваших детей, по крайней мере, для вашего же спокойствия. Зато сейчас я не выслушиваю никаких претензий ни от старшего ребенка, ни от среднего ребенка, потому что я поддержала и сказала: окей, хочешь, окей, давай, езжай. Но для меня это было настоящим испытанием, потому что я очень тревожная мать, я им и здесь-то звоню по несколько раз в день, когда они были там. Это было сложное время для меня. И сейчас, когда ты идешь уже на вечер для того, чтобы поздравить своего собственного ребенка, конечно, и говоришь себе же спасибо. И как будто я сама закончила университет в Америке, потому что, еще раз повторюсь, это было сложное время. А сейчас, конечно, я горжусь своим. На самом деле, любой образованный, адекватный человек понимает, что мы закрываем дорогу своим же детям из-за своего же эгоизма, из-за своего же спокойствия. Потому что, ну, нам же спокойнее, когда ребенок спит в соседней комнате, и ты, ну, как бы не так сильно волнуешься, да, когда он там. Нужно, как сейчас говорят психологи, довериться Богу и сказать: окей, птенчик, вылетай, окей, птенчик, ты уже большой, живи своей жизнью, решай все сама или там все сам. И я очень рада, что я прошла этот период, очень рада, что я прошла его вместе с детьми, и что я наступила на горло самой себе, на горло собственному эгоизму, вопреки, да, скажем, потому что, ну, вот любая мать, конечно, она будет